Очередной добрый вечер с телеканалом ТНВ. Это программа «Вечерняя игра», и мы ее вечерние ведущие Лия Сергеева, Петр Нижинский. Снова будем играть, снова будем общаться и предаваться интересным беседам, я уверен. Предадимся интересной беседе. Сегодня у нас в гостях генеральный директор автономной некоммерческой организации «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы нам подсказали за кадром, не часто доводится играть в лото? Даже забыли, как это делается. В детстве чаще приходилось, чем сейчас, на самом деле. Ну, если мы в процессе нашей беседы освежим правила, то будет неплохо. Вообще не вопрос. А, кстати, вот как это в детстве проходило? Вот я помню, у меня проходило, то есть собиралась семья, бабушки, дедушки, мама, папы, и вот сидели, играли. Так же? Да, ну, была такая коробочка у нас, лото называлось, там чуть побольше были карточки, мешочек был, бочонки. С картинками? Карточки с циферками. А, тоже циферки. С циферками. Ну, стандартная, в общем, ситуация. Давайте попробуем. Нужно доставать бочонки. Вы у нас гость. Да. Спасибо. Право хода. Да, начнем с правой руки. Цифра номер 62. Прелестно. У вас легкая рука. Очень легкая, я бы сказал. Их две. А давайте еще 2 штучки. Пусть Еще будет 2. 3. Да. Хорошо. Вылетело. Так. Я пытаюсь понять, 69 или 69. Да, Видимо, скорее всего. 69. Да. 96 вряд ли. Ту. И давайте еще одну. В этот раз не получилось. 26. Вы знаете, вполне себе получилось. Нормально. Хорошо. Нормально. назад. Петр уже такой. С вами играть одно удовольствие. Да, спасибо. Ну, Взаимно. мы вдвоем, поэтому мы тут оба, похоже, выигрываем пока. Численное преимущество у вас на вашей стране. Год назад, ну, почти год, в прошлом мае, вы говорили, что Казань ко встрече чемпионата мира по футболу грядущего готова на 99%. Ну, по логике сейчас, год спустя, она Процент готова уже. на 100%? Нет, 1% он всегда остается, потому что... так про запас. Но нам же надо чем-то заниматься. Если мы сейчас все сделаем, что мы потом будем делать в оставшееся время. На самом деле, степень готовности города, она очень высокая. Если оценивать в процентах, наверное, та цифра, она так и есть. Самое главное, у нас есть стадион, у нас есть объект, на котором можно играть в футбол, у нас есть другие необходимые вспомогательные объекты, назовем их так, это объекты для проведения тренировок, объекты для размещения команд участников. У нас есть понятная логистическая схема, есть команда людей, которые могут это делать, поэтому в плане готовности города, еще раз, она очень высокая, тем более при такой поддержке президента Республики Татарстан, мэра города Казани. Все вопросы решаются очень легко и быстро, и сегодня мы уже находимся на финальной стадии. Вы, наверное, замечали, так же как жители, гости города, вокруг Казани-арены развернулась такая достаточно масштабная подготовительно-строительная работа. Это строится вот временная инфраструктура, которая необходима по всем требованиям ФИФА и по требованиям как бы наших коллег федеральных органов исполнительной власти, которые обеспечивают в том числе и вопросы безопасности, пропускной способности людей, зрителей и так далее. Поэтому вот эти работы ведутся, они к маю должны быть завершены в течение мая месяца, ну и в июне мы уже встречаем наших первых коллег из ФИФА и начинаем с ними операционную проходку по всем нашим мероприятиям, по всем нашим объектам и точкам. Ну, понятно, что работы ВОЗ, тележка, и еще вагончик. Но самая сложная задача, которая перед вами стояла и которую вы решили или уже решаете, еще решаете? В рамках подготовки к футболу? Да. На самом деле мы за плечами имеем такой достаточно серьезный опыт мероприятий взаимодействия с международными федерациями. Но Международная федерация футбольных ассоциаций, наверное, наравне с Международным олимпийским комитетом, организация, которая имеет наиболее строгие, наиболее высокого уровня требования, значит, к городам, которые принимают матчи, и к регионам, которые обеспечивают вот всю инфраструктуру. Поэтому здесь, конечно, ряд вопросов мы уже порешали, ряд вопросов находится в процессе, но есть еще ряд вопросов, которые буквально недавно был у нас инспекционный визит, большая команда ФИФА приезжала, эти вопросы были обозначены, новые вопросы, и мы сейчас в диалоге с оргкомитетом, со штаб-квартирой в Москве, с Минспортом федеральным и с ФИФА, конечно, эти вопросы решаем. На самом деле мы буквально вот каждый день по узким направлениям специалисты находятся в Казани. Это или телевизионщики, это или айтишники, или транспортники от ФИФА, или какие-то другие специалисты, там, за билетную программу кто отвечает, за другие направления. И вот в процессе этого диалога и
ежедневных многоразовых проходок вокруг стадиона эти вопросы решаются и находят свое практическое применение. Сколько раз вы уже вокруг этого стадиона прошлись? Ну, я думаю, что администрация стадиона много больше, чем я, прошла вокруг стадиона, потому что они там живут и работают, но приходится. Но ходьба полезна для здоровья. Доктора говорят, надо несколько тысяч или десятков тысяч шагов на ход. 11 тысяч шагов в день. Мы пытаемся эту норму выбирать. Казань – город у нас тысячелетней истории, и много событий происходит в нашем городе, поэтому большой прирост туристов, правильно? Но и спортивные события, безусловно, не обошли стороной наш замечательный город. Так вот, интересно, проводилась ли какая-нибудь статистика, исследование, увеличивался ли поток именно туристов спортивного направления, которые вот интересуются именно спортом? Ну, мы знаем, вот согласно статистике, которая у нас есть от исполнительного комитета нашего города, от Госкомитета по туризму, у нас 3-4-кратный рост турпотока в целом по году, начиная с 2013 года, если мы сравним. Это, конечно, во многом благодаря вот тем мероприятиям, которые состоялись в городе, и благодаря той телевизионной картинке, которая со многих мероприятий транслируется на экранах телевизоров граждан нашей страны и не только за пределами. Особо, конечно, в этом плане нас водные виды спорта чемпионат порадовал. Колоссальная телевизионная аудитория, 6,8 миллиардов человек по всему миру, суммарная. На самом деле, это цифра, которая превзошла показатели предыдущего чемпионата мира в Барселоне, который был до нас. Там было 4,2 миллиарда. То есть практически в 1,5 раза прирост. Ну и мы знаем статистику футбольную, она тоже там в пределах 4,5-4,8 миллиарда. То есть мы даже в чемпионат мира футбол переплюнули. Да. Безусловно, это, конечно, огромный плюс, это огромный вклад в продвижение города. Да? То есть вот, когда мы идем за спортивными мероприятиями, мы в первую очередь думаем, как обеспечить спорт, да? А потом уже, готовясь, приходим вот к этому, и телевидение, которое, как в том кино было еще много лет назад, скоро заменит все, да, там, да, действительно, оно сегодня заменяет не все, к счастью, но многое. Но контент важен. Вот, контент важен, и то, что вот зрители видят, и те, кто приезжает, туристы, ощущают это. Сарафанное радио по возвращении, со многими встречались, разговаривали, ни один не высказал там ни толики сожалению, что побывал в Казани, а наоборот, многие, кто еще не побывал, говорят, надо все-таки, надо найти время. Я таким людям говорю, я говорю, давайте считать, что на сегодня это ваша самая большая ошибка в жизни, что вы еще не посетили наш город. И многие с этим соглашаются. Конечно, еще раз говоря о водных видах спорта, это турнир «Мастерс». Все участники, практически это, их можно считать за туристов, а их было около 6 тысяч человек, которые посещали наш город. Но еще одно большое событие мы в этом году ожидаем. Оно, благодаря поддержке Рустема Нургалеевича, надеюсь, случится в июле месяце. Мы сейчас отрабатываем с нашими коллегами в Москве. Вот в России есть Формула-1 на колесах. Мы принимали Формулу-1 на воде, если вы помните, несколько лет назад. Такое сложно забыть. Да, колоссальное было интересное мероприятие. Но в этом году Формула-1 в воздухе придет в Казань. Ух ты. Прямо над городом будут летать. Да, мы сейчас отрабатываем полетную зону. Это акватория реки Казанки. Значит, с коллегами это будет гонка Red Bull Air Race под эгидой материнской компании Red Bull, которая проводится. Сегодня эта гонка имеет 8 этапов, 10-й сезон в этом году. И из 8 этапов один состоится в Казани. А среди городов, которые принимают эти этапы, это и 2 города в Соединенных Штатах, Сан-Диего, Индианаполис, это Токио, это Будапешт, и теперь вот на карте Казань. В хорошую компанию мы попали. Да, это будет очень интересное просто по своей привлекательности мероприятия. А давайте вы нам такие, как говорят наши коллеги, вкусняшки про это мероприятие расскажете буквально через пару минут. Сейчас реклама на ТНВ, но мы скоро вернемся, будет красочно и интересно. Полетаем. Что, продолжим нашу беседу? Да, до рекламной паузы событии. Очень интересную тему вы затронули, что Формула-1 в воздухе у нас над городом пронесется. На чем летать-то будут? Какие аппараты? Вот тоже первый вопрос сразу. Что это? Ну, это специальные такие спортивные самолеты. Значит, производство, к сожалению, они не российского производства, импортного пока что, да. Но надеемся, что вот на этапе развития нашего отечественного, нового этапа развития отечественного автопрома дойдет черед и до таких самолетов. Вот, там будет 2 класса пилотов. Первый класс пилотов – это так называемый мастерс. Это пилоты высшей категории, которые имеют самый высокий уровень лицензии пилотной.
Их 14 человек, они представляют 10 стран мира. Ну и суть соревнования заключается, она достаточно простая, заключается в прохождении трассы за кратчайшее время. То есть на скорость, опять же. Да, но трасса там такая вся очень-очень непростая. Значит, пилоты проходят трассу за быстрейшее время. Значит, трасса имеет там определенные препятствия, которые на их языке там называются пилонами. Они должны по траектории полета пройти эти пилоны, значит, ну и будут, соответственно, там определенные авиационные трюки, достаточно такие интересные, привлекательные, которые будут тоже создавать такую вот уникальную атмосферу. Я не знаю, если вам приходилось бывать на авиасалоне МАКС в Москве. Вот я думаю, что видели там пилотажные группы, которые выполняют разные полеты. То есть такие трюки будут доступны жителям нашего города, республики в ближайшее время, ну и, конечно, и регионов. В каком районе города летать будут? Мы пока отрабатываем центральную часть акватории Казанки, вот, там, где мы проводили хайдайвинг и плавание на открытой воде. Я думаю, что лучшее место придумать даже в мире невозможно. Поэтому надеюсь, что мы все необходимые согласования сможем получить в достаточно короткое время. Ну и, соответственно, будет уникальная такая возможность у гостей. Это еще, я уверен, привлечет туристов, потому что есть люди, которые путешествуют по миру за этим мероприятием, смотрят это мероприятие в разных городах, в разных точках мира. Ну и, конечно, мы планируем такую достаточно серьезную рекламную кампанию совместно с нашими австрийскими коллегами, с главным офисом в Москве Red Bull и, соответственно, силами наших коллег здесь. Надеюсь, наш любимый, дорогой, родной телеканал ТНВ тоже станет активным участником этой кампании, что позволит, конечно, вот создать такую действительно атмосферу большого-большого праздника. Это случится буквально там сразу после футбола, а за неделю до этого еще мы проведем всероссийские открытые пляжные игры. Вы когда все успеваете? 15 видов спорта соберутся в Казани. Часть соревнований будут носить международный характер, будут международные участники. И в это же время в Казани будут находиться такая достаточно большая представительная политическая делегация. Это министры спорта или руководители в области физкультуры и спорта стран, которые входят в ЮНЕСКО. Мы проводим такую большую конференцию совместно с Министерством спорта России. Вот нас поэтому ждет горячее лето 2017 года. Но вот этот вот действительно горячо. Пляжные виды спорта, они же будут на открытом воздухе? Да, конечно. А если лето дождливое? Задействуем несколько площадок. Это будет площадка Центра пляжных видов спорта около Дворца водных видов спорта. Вот, это будет наша любимая уже всеми горожанами, и татарстанцами, и туристами, и гостями набережная, территория набережной. Частично акватория будет задействована под водно-моторные виды спорта. Поэтому тоже будет такой большой очень активная неделя вот пляжных видов спорта. Это будет и волейбол пляжный, и футбол пляжный, и гандбол пляжный будет, и теннис, и бадминтон, и воркаут, и водно-моторные виды спорта. В общем, там целое такое, как сказать, созвездие летних открытых уличных видов спорта. Любопытно. Интересные нас времена ждут, а? Скорее бы лето. Теперь мы еще больше его ждем. Но вы ведь стояли и у... так сказать, истоков вот всего вот этого потока и туристов, и спортивных мероприятий в Казани. Вы участвовали в организации универсиады, которая, стала, наверное, крупнейшим событием таким спортивным после Олимпиады 80. Каково тогда было? Это сейчас уже более-менее хоть что-то становится понятно, как все это нужно организовывать. А здесь универсиада. Проводите. Универсиада пришла в наш город и ожидаемо, и как-то неожиданно, да, можно сказать. На самом деле, эта идея родилась, она достаточно давно, где-то, наверное, можно сказать, в первой половине 2000-х. Министром по делам молодежи и спорта тогда работал Марат Мансурович Бариев. Он как бы первый со своей командой вот эту идею проработал, предложил. И первый президент республики Метимир Шарипович и Рустем Нургалиевич, который в то время был премьер-министром, очень с энтузиазмом эту идею поддержали. Потом чуть-чуть расскажу, потому что знаю немножко историю. Мемуары еще не писали, хотя, наверное, вместе с большой командой, вместе с людьми, которые стояли у истоков, конечно, можно будет такую работу сделать. Потом была очень большая работа по согласованию этой идеи в Москве, в федеральных органах власти, потому что требовались соответствующие гарантии, поддержка федераций всероссийских, Госкомитета по физической культуре и спорту в то время был, который возглавлял
Вячеслав Александрович Фетисов, правительству нужна была поддержка. И благодаря напорству наших коллег татарстанских, значит, наши коллеги в Москве тоже с пониманием отнеслись, поддержали эту заявку. Вы помните, первая попытка оказалась у нас неудачной, но сразу было принято решение, что мы идем дальше, значит, идем за второй попыткой. И она сложилась успешной, мы победили. На самом деле это была очень большая школа для всех людей. И прежде всего там очень много в той команде уже работало молодых ребят. Вот Владимир Александрович Леонов начинал там с первых дней заявки, тоже колоссальную школу прошел. Потом вот мы вместе уже после победы приступили как бы к подготовке этого мероприятия. Конечно, когда вот прошла эйфория победы, значит, наступила рутина, стали потихонечку погружаться, разбираться. Скажу честно, вот первое время, первые годы, то есть вот эти цифры, которые мы называли, когда после напряженных там рабочих дней вечером, осознавая эти цифры, представлял все это себе, представлял себе, знаете, как каким-то таким недостижимым. То есть такое количество тысячи спортсменов, там, столько-то волонтеров, там, это то, и так далее, и так далее, и так далее. Но потихонечку, шаг за шагом, каждый вопрос решался. Тогда, как и сейчас, как и все время у нас в республике, спасибо Всевышнему, что мы живем на этой земле, у нас есть такие руководители, все вопросы всегда находили полную поддержку, мы имели полное понимание. И здесь, и в Москве тоже, вы знаете, была поддержка по всем направлениям и Министерства спорта российского, правительства, президента страны. И что нам еще очень повезло, наша универсиада была перед Олимпийскими играми. Очень многие вещи обкатывали здесь, в Казани. И все это потом зеркально перешло на Олимпийские игры, с учетом корректировок, которые те или иные организаторы процесса вносили. И поэтому вот симбиоз вот этих двух мероприятий, он послужил как бы своего рода таким очень хорошим драйвером именно глубокой вовлеченности всех в эти процессы. Ну и, конечно, это по итогам уже сформировалась колоссальная команда, есть большой опыт, который каждый год прибавляется, наращивается. Вот, как я говорил на встрече с коллегами с Red Bull, то есть у нас опыт уже есть всякий, то есть там на земле, на воде. В воздухе будет теперь. Даже по земле, я говорю, в воздухе еще не было. Я говорю, вот будет новый опыт, значит, связанный с воздушными соревнованиями, тоже очень интересный, достаточно тоже там профессиональной команды. Поэтому все это на самом деле безумно интересно, это затягивает так, что тяжело оттуда выпрыгнуть потом. И сколько бы мероприятий не проводить, вот каждое новое мероприятие, которое появляется, это немножко оно другое. Там, да, есть специфика требований, есть специфика спорта, есть специфика взаимоотношения, там еще что-то еще. Это всегда вот новый профессиональный опыт, новый жизненный опыт. Ну и, конечно, это новые люди, новые знакомства, новые общения и как бы новые там какие-то возможности. Ну, получается, задачи-то с каждым разом все усложняются. Ну, если идти от сложного к простому, то неинтересно. Скучно, конечно же. А как вы думаете, вот в последнее время российские спортсмены оказались в таком эпицентре допинговых скандалов. С чем это связано, кому это выгодно? Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Но если мы посмотрим там прессу последних 2-3 недель, значит, мы уже видим, что все, что там заявлялось, там наполовину откатилось обратно. И, условно говоря, те, кто заявлял какие-то попытки обвинения или там какие-то претензии, они свои слова забирают уже обратно, там, да, по многим вещам. Изначально это все выглядело как таким неким инсценированной провокацией, да, в отношении нашей страны, в отношении наших спортсменов. Наверное, там целая масса причин на это была у тех лиц, кто планировал и осуществил эти акции, но все делалось, по крайней мере, могу уверенно сказать, по тем проектам, которые реализованы в Казани, они... потому что непосредственно принимал участие. Они были организованы в полном соответствии со всеми процедурами и регламентами. Буквально несколько дней назад мы получили письмо от Международной федерации университетского спорта, от ФИСУ, где было сказано, что, вот если вы помните, в докладе Макларена был абзац, там, посвященный тому, что вот в Казани, значит, тоже были там какие-то
нарушение, скажем так, да? То есть этот абзац, он исключен из доклада Макларена, то есть теперь там ни у этой независимой комиссии, правда, никто так не понимает, от кого она не зависит, кто от кого зависит или не зависит. Сейчас популярно же независимые комиссии создавать. Этот абзац исключен, то есть нет никаких вопросов. Я уверен, что по всем тем позициям, по всем тем обвинениям, которые раньше звучали в докладе, тоже они будут исключены, поскольку уже есть и обращение Международного олимпийского комитета о том, что поскольку нет аргументированных доказательств, кроме там слов красиво написанных, да, то нет оснований там для того, чтобы лишать спортсменов допуска к участию в соревнованиях. На самом деле это то, что вот случилось, особенно в части Международного олимпийского комитета, но это просто кощунство. Другими словами, это нельзя назвать. Во-первых, по отношению к этим людям как спортсменам, а если учесть, что они соревнуются вот в этой категории, люди и так, которые в жизни получили достаточно серьезные удары физические, там, психологические, и нашли в себе новые силы прийти в спорт, добиваться побед, а здесь их казнили ни за что. Да. Ни за что казнили, то есть никакой вины спортсменов нет. Поэтому все, что происходит вот в рамках этого скандала, так называемого антидопингового, конечно, это просто провокационные какие-то инсталляции, которые хотят расшатать устойчивость прежде всего спортсменов, ну и какое-то влияние хотят оказать там на нашу страну, потому что как во времена Советского Союза, так и современной России мы имеем систему подготовки спортсменов, мы имеем хорошую инфраструктуру, имеем методики, и всегда достойно наши спортсмены конкурируют с ведущими мировыми спортивными державами. Видимо, слишком хорошо кто-то не может конкурировать только на спортивной дорожке, а пытается конкурировать еще из-под тяжка. Поэтому вот моя оценка личная всему этому, вот она такая. Не что иное, как провокация. А есть сейчас какое-то спортивное мероприятие мировое, к которому Казань пока не готова? Что вот... Но которое хотелось бы. Да, провести. Хотелось бы, но если мы выиграем, а пусть даже не спортивное, но придется очень напрячься, чтобы его провести. Или вот любое мероприятие, мы справимся. То, что мы сегодня имеем у нас в республике, в Казани, наверное, позволяет нам провести любое мероприятие. Вопрос мобилизации только ресурсов на проведение этого мероприятия, что, в принципе, у нас делается достаточно по понятной схеме и быстро. Если вы помните, вот на коллегии итогового Министерства спорта Республики Татарстан, Министерства спорта, молодежи и спорта, Рустам Ильич сказал, что мы готовы провести Олимпийские игры, но это на самом деле так. Этот проект, он безумно интересен нашей стране, там, да, интересен Казани. Мы о нем думаем всегда. Другое дело, для того, чтобы этот проект случился, например, как большое событие, там, я уже говорил многократно, там должны сойтись все звезды, которые необходимы для того, чтобы они в одно время, в одном месте, и решения были приняты. Это требует мобилизации ресурсов, там, организационных, финансовых и так далее, и так далее. Возможно, когда-нибудь это случится. Земля благодатная, российская, и, возможно, и на нашей земле когда-то вот звезды сойдутся, и когда-то это решение созреет. Хотелось бы, чтобы это случилось при нашей жизни. Очень хотелось бы. Хотелось бы поучаствовать в этом проекте, потому что он очень интересен. Но на самом деле достаточно много в мире проектов сегодня, много международных организаций. Вот один из проектов — это WorldSkills 2019 года, чемпионат мира. Мы тоже победили в непростой борьбе, в борьбе с очень серьезными конкурентами. Скажу честно, в борьбе под достаточно серьезным внешним давлением. Оно оказывалось во время заявочной кампании. Поэтому удалось победить убедительно. И, конечно, это тоже вселяет, каждая победа вселяет как бы оптимизм. Да? Сейчас Казань ведет работу по подготовке заявки на то, чтобы называться столицей мирового дизайна в 2020 году. Ух ты! Это тоже такая... Почему я об этом говорю? Потому что немножко участвую в этом процессе вместе с коллегами, кто этим занимается. Но эта тема, видите, как вы видите, вот как WorldSkills, да, или вот это направление, оно уже не спортивное, но тоже мероприятие, которое направлено на какие-то новые
активности, там, на новое позиционирование нашего города и на привлечение, опять-таки, там, новых групп людей, новых каких-то потенциальных инвесторов, там, участников бизнес-процессов, туристов в том числе, и там телевидения и так далее, и так далее, и так далее. Вот есть такая организация, Международный союз дизайна, и они вот на протяжении там многих лет, каждые 2 года выбирают такую столицу мирового дизайна. То есть это тоже целый комплекс мероприятий, они в течение года проходят. Мне вот тоже в одной из командировок удалось поучаствовать на таком одном из мероприятий в рамках этого осенью прошлого года в Тайпэй. Вот. Ну, я скажу вам, достаточно интересная такая публика собирается со всего мира. Очень такие интересные они делают презентации, заявления, проекты. На самом деле я абсолютно уверен, что этот проект поможет вот, городу получить там какое-то новое дыхание и новый импульс именно вот в плане развития такой дизайнерской темы. Причем это не какой-то там узконаправленный дизайн там, да, в одежде там, или в архитектуре. Ландшафтный. То есть это ну, вообще вот вся наша жизнь. То есть вот все, что делается. То есть это все сферы фактически? Все сферы, очень широкий такой охват, начиная там, ну, условно там, я не знаю, от оформления букетов в наших цветочных магазинах там, да, и заканчивая архитектурой там каких-то вот больших серьезных таких зданий. И тоже есть уверенность, мы достаточно хорошо научились использовать эти мероприятия для того, чтобы сформировать вот наследие там на многие-многие годы, да. И я тоже уверен, что и вот это мероприятие послужит таким драйвером, чтобы вот сформировалось вот это вот прям направление, такое большой такой серьезный тренд, чтобы и молодое поколение там, и те, кому это интересно, могли серьезно этим заниматься и там добиваться каких-то там целей, задач, постигать новые высоты и... Все впереди, в общем-то. Знаете, Это складывается радует. ощущение, что вы абсолютнейший трудоголик и фанат своей работы. Ну, фанат, да. Фанат. А самокритичный человек? Стараюсь быть таким. А неужели не хочется иногда себя так мысленно погладить по голове и сказать: молодец, ты справился? Да, ну, может быть и хочется, но сдерживаемся, потому что как только начнешь хвалить, так потом сразу... А вы сами спортом занимаетесь? Да, я как бы очень люблю спорт, активно очень занимался. Сейчас вот немножко пока что-то здоровье надо немножко подремонтировать, поэтому небольшой такой перерывчик, но пока продолжаю посещать бассейн. То есть плаванием вы любите заниматься? Это все, что пока мне доктора разрешают делать, к сожалению. Вот, другие активности пока приостановил, а так я очень люблю поиграть в футбол, в хоккей, потому что когда вот такими игровыми видами спорта занимаешься, особенно после рабочего дня, просто оперативная память очищается, на самом деле. Ты Вы все все-таки забываешь, командный игрок. переключаешься, это самое. Командный. Да, командный, безусловно. Давай тоже командно поиграем. Даю команду. Реклама. Да, продолжаем нашу беседу в вечерней игре. Совсем мы не играем, кстати. Да до того ли. Заговорились. Ну, как? А давайте я проверю легкость своей руки. Так, это у нас 90. Да. Вы потом скажете, я нам подыгрываю. Вот, слушайте, я нам подыгрываю. давайте, пока мы будем немножко все-таки играть. Кто фаворит? Ну, посмотрим сюжет. Давайте посмотрим. Делать добрые дела и заниматься общественно полезной деятельностью в нашей республике может любой, на общественных началах. Слово «волонтер» теперь на слуху у каждого. После Всемирной летней универсиады в Казани наша республика стала передовиком спортивного волонтерского движения в стране. И вот новый набор, теперь уже на Кубок Конфедераций и чемпионат мира по футболу. Волонтер – это образ жизни, плохих волонтеров не бывает. Это исходит всегда от тебя, и, естественно, очень хорошо знать языки, такие как английский, немецкий, французский. На данный момент я сейчас собираюсь изучать французский, как раз-таки Кубку Конфедерации, чтобы быть во всеоружии и общаться со спортсменами и помогать приезжим. Будущих добровольцев встречал посол Конфедерации, певица Нюша. Первый ее вопрос волонтеру со стажем Гульнаре Мубаракшиной. Зачем идти в волонтеры? В работе волонтера, наверное, самое сложное – это выспаться.
А на самом деле это такой праздник, это такое добродушие, такой адреналин. Мне кажется, от этого невозможно устать, и здесь нет ничего тяжелого. И то есть все проблемы решаемы, потому что мы работаем в команде, а когда человек работает в команде, это всегда приводит к успеху. Студенты, школьники и даже пенсионеры. Всего для Кубка наберут 1800 волонтеров. Уже в апреле они начнут обучение. Нужно, чтобы человек был коммуникабельный, открытый, чтобы он мог по-настоящему передать всю, наверное, такую бескрайнюю гостеприимность и вообще доброту русской души. Заявки подали 8000 человек. В итоге останется лишь каждый пятый из них. Выберут лучших. Именно им выпадет честь делать праздник футбола в Казани незабываемым. Здесь, на стадионе Казань-Арена, где идут последние приготовления к летним матчам. 6 мая Рубин сыграет с Уфой, 17 мая с ЦСКА. На этих матчах и проверят готовность стадиона. Призываю всех посетить эти тестовые матчи и активно посмотреть и игру, и, конечно же, посмотреть, как будет выстроена система логистики и посещения матча на Кубок Конфедерации. Проверить в мае и самих волонтеров на первом экзамене перед защитой диплома по специальности спортивный волонтер. Кто волонтер? Я волонтер! Ну, у меня нет. Нет. 63. Так вот, Вот мы... появилась. О, ура! Появилась. Лиха беда начала. И 75. Нет, 75. Так. не играет 75. Ну ладно, ничего. Да. Мы тут хотели еще раз спросить. Движение ГТО у нас возрождается наконец-то в России. Ваше ведомство как раз-таки Его и курирует. тавтологически им и ведает. Активно Да, люди совершенно верно. С участвуют? 2014 года мы по поручению Министерства спорта России, нашего учредителя, стали так называемыми федеральными операторами внедрения этого комплекса ГТО. На самом деле, вот за прошедшее время можно сказать, что комплекс возрожден. Он сегодня реализуется во всех регионах нашей страны. Более 5 миллионов человек уже зарегистрировались вот в системе, на портале, и половина из них уже начинает выполнять нормативы. Почти 2500 центров тестирования работает во всех регионах нашей страны. И такая тоже цифра, более 100 тысяч человек по стране. Это и судьи, это и организаторы, это и операторы региональные, и те, кто задействован в целом в этом процессе. Более 100 тысяч человек по всей стране уже занимаются обеспечением комплекса ГТО. А значки будут выдавать? Вот я прошел ГТО, я сдал Да, ГТО. безусловно, у нас сегодня 11 ступеней. Во-первых, мы терминологию вместе с нашими аксакалами, которые со времен Советского Союза знают этот комплекс, в рамках наших вот рабочих встреч определили терминологию. Мы нормативы ГТО не сдаем, мы их выполняем. Ага. И почему? Потому что те же самые старые аксакалы сказали, что сдают только бутылки. Поэтому мы нормативы ГТО выполняем. И за выполнение нормативов гражданам нашей страны присваивается знак, а не значок. Отличие. Да, знак отличия. Они есть 3 уровней, золотого, серебряного и бронзового. У нас есть 11 ступеней, которые разделяют как бы вот всех желающих, вот, начиная от 6 лет и до 75+. Вот. И для каждой ступени есть свои виды испытаний и свои нормативы. Ну, там время на забег, количество наклонов или упражнений на пресс, значит, там, подтягиваний, отжиманий там, и так далее, и так далее, и так далее. Есть там и плавание, бег на лыжах есть бег, там прыжок в длину с места и так далее. А сам комплекс направлен на то, чтобы граждане нашей страны, стремясь выполнить норматив, а на самом деле их выполнить, если вот ты ничем не занимаешься, это не так, что ты вот пришел и выполнил. Даже это видно по статистике. У нас до 2017 года участвовали первые 6 ступеней. Это дети от 6 там, и до молодых людей в возрасте до 22 лет участвовали. Вот. Из этого количества процент выполнивших, тех, кто вот пришел первично и на выходе выполнил с первого раза, был в районе 50%. То есть половина только выполнила. Подготовка все равно должна быть. То есть должна Как быть минимум подготовка. зарядкой надо Да. заниматься. С 2017 года у нас все население, вот согласно нашей программе, все население начало выполнять. У нас количество тех, кто пришел выполнять, увеличилось. Процент выполнивших упал до 30%. Ого. То есть
население там 25 и старше, да, Там совсем все плохо. менее физически активно там, и, соответственно, это вот очень быстро отражается на цифрах, на той статистике, которую мы видим. Она прям, у нас там 2 периода выгрузки есть данных, было 50, стало 30, стали разбираться, причины как бы подняли. То есть это требует определенных занятий, надо поддерживать определенный недельный режим двигательной активности, так называемый. Там, да, хотя бы элементарно делать там утренние зарядки для того, чтобы иметь там гибкость, растяжку и так далее, и так далее. Это можно все в домашних условиях, там наклоны, отжимания, там какие-то простые вещи, там упражнения на пресс. Вот. Ну и, конечно, надо иметь практику там каких-то беговых упражнений и, соответственно, занятий на лыжах и плавание в бассейне. Сами-то проходили или будете проходить? Я возвращаюсь вот к тем медицинским ограничениям, о которых чуть раньше говорил, пока не получается у меня выполнить, да, сейчас надо восстановиться и сразу выполню. Но в рамках тех возможностей, которые дозволены, там я стараюсь как бы вот... Но население, я так понимаю, с удовольствием, да, эту идею восприняло, возвращение ГТО? Население позитивно, молодое поколение позитивно. Благодаря решениям, которые приняты Министерством образования и науки Российской Федерации, выпускникам школ за выполнение норматива ГТО на золотой знак вузы могут присваивать дополнительные баллы к ЕГЭ, к баллам ЕГЭ, которые они имеют. В прошлом году первый такой опыт был, и около 12 тысяч абитуриентов смогли получить дополнительно от 1 до 10 баллов. ВУЗ сам назначает, какое количество баллов он может к ЕГЭ добавить. И вот от 1 до 10 баллов вузы добавляют. Льготный знак отличия получается. Да, приходит, ну это такие меры мотивации, стимулирования. Приходит, значит, выпускник в школе, говорит, вот у меня там ЕГЭ, там, ну условно, 275. Но у меня есть золотой знак ГТО. И вуз по соответствующим приказам, там, 1 балл. Вот в Удмуртии, в Ижевске есть вуз, там 10 баллов сразу добавлял за золотой знак. И таким образом 12 тысяч человек воспользовались этой возможностью. Вот такая же история будет в этом году, совершенно зеркальная, и я уверен, что в будущем тоже будет. Очень активные такие большие предприятия, коллективы, корпорации, как сейчас там модно говорить, да, которые имеют свои подразделения практически сквозняком по всем регионам нашей страны. Они проводят свои внутренние как бы там мероприятия по выполнению нормативов. В целом у нас и в Казани, и в Татарстане наш регион находится в ведущей пятерке регионов в России. Вот мы сформировали такой рейтинг среди регионов России, и Татарстан находится вот в ведущей пятерке. Достаточно активно внедряется. Тоже есть полная поддержка страны и руководства республики, и города. Население активно, центры тестирования открыты. Мы регулярно объезжаем страну, вот, проводим семинары обучающие. Вот сейчас идет очередная такая сессия этих семинаров. И мы видим, что по всей стране все это идет, работает, и население вполне позитивно воспринимает это. Но это на самом деле такой некий способ проверить самого себя. То есть вот если ты занимаешься чем-то, вот, ну-ка, что я могу, а потом ты можешь посмотреть, что вот сосед там, друг, вот у него лучше там, а вот здесь я отстаю, мне тут надо вот подтянуться. Тенденция положительная, это радует. Безусловно. А по каким главным принципам вы воспитываете своих детей? Но у нас в семье 2 сына. Основные принципы, которые мы пытаемся им вложить в голову, значит, это быть честным, порядочным и всегда делать то, что ты обещал. Если ты не можешь что-то сделать, то лучше не обещать. И таким образом не подводить ни людей, ни себя. Это, наверное, основные жизненные принципы, которые мы стараемся донести в нашей семье до наших детей. Замечательные принципы. Спасибо вам большое, что нашли время и сегодня зашли к нам в вечернюю игру. Да, мы вас немножечко обыграли, но это не страшно. Чуть-чуть. Зато ГТО, надеемся, мы сдадим тоже. В следующий раз мы объявим реванш. Отлично, большое спасибо, да, что посетили нашу программу. Ну и нашим телезрителям также, конечно же, пожелаем активности и здорового образа жизни. Это была вечерняя игра. Всего доброго. Спасибо.